Вы смотрите новости в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах этого часа. Официальное открытие. В Якутии началась эксплуатация всех 113 участков на 20 сезонных автодорогах, включая 5 ледовых переправ. Детям-сиротам получить жилье станет проще. В Якутии начнут выдавать сертификаты на покупку жилья. Сегодня День российской науки. За вклад в развитие государственные награды вручили почетным деятелям. Прошлой ночью в селе Чурапча произошла авария на магистральной теплотрассе Котельной. Прокуратура Чурапчинского района организовала проверку по факту обрушения части здания Котельной, прекратившей эксплуатацию в 2016 году, что привело к повреждению теплотрассы и ограничению подачи теплоснабжения в жилые дома и социальные объекты. Прокурор Чурапчинского района провел обход жилых помещений, попавших под ограничения в части контроля за температурным режимом. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства собственникам котельной в части надлежащего содержания имущества, законодательства о теплоснабжении и другим вопросам. В настоящее время уже завершились сварочные работы и приступили к заполнению тепловых сетей. В настоящее время, по сведениям единой диспетчерской службы, а также по сведениям ГУП ЖКХ, под ограничение попали 132 жилых дома, а также 7 многоквартирных домов. Кроме этого, 5 административных зданий, в том числе социальных объектов. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры, в том числе приняты меры по восстановлению прав граждан, также привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. Проверка находится на контроле прокуратуры района. Накануне рейс из села Сакырыр в Якутск был отменен. По предварительной версии, пассажирский самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» при взлете зацепил крылом столб. Авиакомпания подтвердила данный факт и сообщила, что проверку проводит территориальное управление Росавиации. Пассажиры рейса Сакырыр-Якутск будут доставлены на резервном воздушном судне, прокомментировали в авиакомпании. В Якутии официально открылись все 113 участков на 20 сезонных автодорогах, включая 5 ледовых переправ. Их общая протяженность составляет почти 11 тысяч километров. Автозимники в республике эксплуатируются примерно до 6 месяцев в зависимости от погодных условий. Максимальный тоннаж на них составляет от 3 до 40 тонн. Первыми в ноябре открылись зимники в Колымо-Индигирской группе районов. На днях ввели в эксплуатацию 2 последних участка автозимника Белькачи в Усть-Майском районе. Представителям коренных малочисленных народов Севера будут назначать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра. Это освободит их от личного обращения в пенсионный фонд. Такие нормы закона уже вступили в силу. Право на социальную пенсию по старости есть у граждан из числа малочисленных коренных народов Севера, проживающих на землях своих предков постоянно. Мужчин по достижению 55 лет и женщин 50 лет. Пенсии им будут назначать в беззаявительном порядке. При этом сохраняется и прежний порядок, при котором гражданин, сведения о котором не содержатся в реестре, при обращении за установлением пенсии вправе предоставить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера. В режиме ВКС состоялся отчет правительства республики в Алекминском и Венкийском районе. Рабочая группа рассказала о результатах деятельности правительства в 2021 году. Важно отметить, что за прошлый год мероприятиями активной политики занятости охвачено 315 человек. Специальные выплаты безработным получили 381 человек. По просьбе населения в селах Оленек, Хараялах, Желенда были проведена линия ВОЛС. Также в прошлом году были введены школы на 120 мест и детсад на 75 мест. Кроме этого, 6 многоквартирных домов в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Повышение качества жизни населения ощутимо заметно по показателям рождаемости. По своей сфере скажу, что в целом мы исполнили поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по восстановлению численности занятого населения. У нас существенно снижен уровень общей безработицы. По всем показателям, характеризующим ситуацию на рынке труда, мы достигли допандемических значений. Кроме этого, отмечается рост ВРП в республике в 116%, один из самых высоких показателей. Мы занимаем 5-е место по данному показателю. Кроме этого, у нас есть данные, которые
говорят о том, что меры поддержки семей с детьми дали также свой результат. Численность населения республики у нас растет. Перейдем к эпидобстановке. За сутки в республике выздоровели 2792 человека. Госпитализированы 95 человек с COVID-19, в том числе 21 ребенок. Всего выявлено 2708 случаев инфицирования коронавирусом. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания и скорости распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. А в Вилюйском Улусе всего с апреля 2020 года зарегистрировано 50 208 случаев COVID-19. Сегодня амбулаторное лечение получают 514 жителей района. На стационаре находится 46 больных, из них 3 в тяжелом состоянии. Все образовательные учреждения находятся на дистанционном обучении. Исходя из эпидобстановки в районе, будет определено дальнейшее действие школ решением оперштаба Улуса. На данный момент на амбулаторном лечении находится 401 пациент, из них 37 находятся в стационаре, 3 находятся в реанимационном отделении. В основном в районе циркулирует штамм омикрон, выявляемость и амбулаторная заболеваемость у нас высокая считается, но судя по тенденции заболеваемости с той недели, у нас идет снижение. Снижение, пока идет чуть-чуть маленький спад, но думаем, что получается на той неделе тоже будет значительный спад, и в конце концов мы откроем все наши учреждения и будем работать в штатном режиме. Министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов призвал глав районов и городских округов усилить дезинфекцию подъездов, жилых домов и мест общего пользования. В данных работах задействованы 349 управляющих компаний. Муниципальные образования ведут закуп дезинфицирующих средств за счет местного бюджета. Также в плановом режиме проводят дезинфекцию в общественном транспорте, образовательных и дошкольных учреждениях, местах общественного питания и торговли. Отмечается, что в связи с низкими температурами дезинфекцию общественных пространств временно не производят. Также министр подчеркнул необходимость обеспечения обеззараживания тротуаров, скамеек, детских площадок и других объектов общественного пространства из-за потепления. К другим темам. Получить жилье станет проще. В Якутии детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста и все еще находящимся в очереди на получение квартиры, будут выдавать сертификаты на покупку жилья. Эти средства они могут потратить на приобретение заветных квадратов. При этом есть возможность не просто купить однокомнатную квартиру, а добавить средства материнского капитала или же воспользоваться ипотечными программами, как льготной, так и дальневосточной. Это позволит значительно сократить очереди этой категории граждан и улучшить свои жилищные условия. Сертификат позволяет именно тем детям, которые у нас на сегодняшний день достигли 23 лет и имеют, дееспособны, не имеют судимости, имеют постоянную работу, для них возможность получить более быстрыми способами, не дожидаясь завершения строительства объектов, а уже самим выбрать, если есть кому желание улучшить жилищные условия, не однокомнатно, а двухкомнатно, могут уже в рамках других социальных программ, льготных ипотечных продуктов приобрести на более большую и лучшую жилье. День российской науки отмечают сегодня в стране. Якутская наука обладает же уникальными компетенциями во многих областях. Так, в республике широко поддерживают молодых ученых. Также в регионе сформирован один из крупнейших на Дальнем Востоке научный центр «Север», который в прошлом году получил статус центра мирового уровня. Он объединяет потенциал 5 субъектов ДФО. Кроме того, в Якутии научно-исследовательскую деятельность заняты около 1200 человек. Из них почти половина – это кандидаты наук. За вклад в развитие науки сегодня государственные награды почетным деятелям от имени главы республики вручил зампред правительства Сергей Мясников. Прежде всего был утвержден новая государственная программа развития науки в нашей республике. И, соответственно, мы увеличили финансирование этой программы и начали многие направления реализовывать с прошлого года. Прежде всего, основным результатом работы и достижения Года науки является победа на всероссийском конкурсе НОЦ «Север». А во-вторых, мы
начали второй этап комплексных научных исследований, который должен стать основой для дальнейшего развития нашей экономики. Такие направления, как промышленность, гуманитарная сфера, сельское хозяйство, они должны получить свое развитие, основываясь на этих научных исследованиях. По указу президента страны 2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Лаборатория лингвистической экологии Арктики при СВФУ занимает знаковое место в изучении и сохранении языков, в частности, коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Якутии и народов Саха. В лаборатории изучают факторы, влияющие на изменения в языках и культуре народов Севера. Помимо лингвистов и социологов, к этой работе привлекаются этнографы и математики. В прошлом году коллектив лаборатории выезжал в северные районы Якутии, где в ходе беседы со старожилами и населением собрал уникальный языковой материал по долганскому, эвенскому и эвенкийскому языкам. Сейчас эти данные научные сотрудники обрабатывают на специальной лингвистической платформе. Сейчас в лингвистике одним из наиболее перспективных направлений является именно цифровизация, документирование и обработка тех материалов, которые несут с собой уникальный языковой, культурный материал, благодаря которому мы в последующем можем передать нашему подрастающему поколению тот особенный уникальный материал. Добытый в Якутии крупный алмаз назван в честь героя социалистического труда Елизаветы Бурцевой. Крупный алмаз весом в 69,32 карата, добытый Алроса на месторождении трубки «Юбилейная», назван в честь героя социалистического труда Елизаветы Ивановны Бурцевой в рамках совместного проекта Якутии и Алроса «100 именных алмазов к столетию государственности республики». Напомню, что 2020 года по инициативе Айсена Николаева и руководства компании «Алроса» в республике реализуется данный совместный проект. Голоса лучших вокалистов Якутии прозвучат в Мирном 29 мая. На сцене Дворца культуры «Алмаз» пройдет гала-концерт юбилейного 30-го конкурса фестиваля эстрадной песни «Туой Хая». Организаторы принимают заявки от всех желающих исполнителей. До 1 марта заявку необходимо отправить на электронную почту фестиваля. На сегодня заявились более 20 человек. В этом году впервые в истории конкурса у юных вокалистов будет гран-при. Победитель получит 100 тысяч рублей. От детей заявки примут позже, с 11 по 30 апреля. Фестиваль традиционно поделен на несколько этапов. 3 отборочных тура пройдут в онлайн-формате, в Мирном, концерты финала и гран-при. К этому часу это вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.